туда повезем, сюда повезем. Чтобы нам, ну, вот такой у нас, условно, там, такой доход планируется. Или так, ну, не доход, а поток какой-то планируется. Со стороны государства чем вы можете помочь? Мы бы посмотрели со своей точки зрения. Там, освободить гостиницы от налогов, там, или просубсидировать что-то. Ну, здесь нужно всегда как бы, вот этот проект разобрать по косточкам и собирать. Но здесь нужна группа предпринимателей, один навряд ли мы найдем, но вот группу предпринимателей, которые за счет кооперации, кто-то, у кого-то лошади есть, у кого-то есть помещение, у кого-то есть там, еще что-то, да, чтобы можно было вот там показать у нас много чего есть. Вот надо школа, 4 музея, 5 музеев. Вот. Нужна Сбор кооперация. самоваров у нас, старинных вот самоваров, колокольчиков, много чего сейчас есть. приезжаешь, в Новосибирск, как минимум 2-дневная программа для туриста обеспечена. Если с ребенком с семьей приезжаешь, один день ты проводишь в зоопарке в Новосибирском, второй день условно там в аквапарке. 2 дня у туриста обеспечен. Вот у нас то же самое можно сделать. Только надо сесть и понять, что можно предложить, на сколько дней. А потом 2-дневная программа станет 3-дневной программой, 3-дневная, 4-дневная. И так вот 10 дней турист у нас может здесь быть. Понимаете? Но это как бы последовательно выстраивается, друг за друга должен цепляться. Посетить зоопарк нужен зоопарк. Этот зоопарк нужно содержать. Нужны работники, которые будут в этом зоопарке работать. У нас хорошая дорожная карта. У нас есть старина сибирская, у нас есть зоопарк. Нет, мы сейчас про Уленку разговариваем. Я говорю, и вот он рядом Уленку, в принципе, даже можно все объединить. Нет, старина сибирская это вообще беспроблемно. Не абсолютно. Старина сибирская это уже все, они выстроили. Во всяком случае. Я еще раз говорю, вот нужно посмотреть, как Татарстан отрабатывает эту историю. Еще раз говорю, может организационные какие-то вещи. Правильно. Здесь вот не нужно придумывать. Вот наш диалог о чем, если проще, что нам не нужно придумывать каких-то новых механизмов. Можно посмотреть у коллег в других регионах, в частности у Республики Татарстан, и взять на вооружение. Более того, заинтересовать Республику Татарстан, чтобы они делились с нами и, может, где-то тоже помогали. Сейчас это нормальная практика, когда один регион помогает другому. Ну, есть понимание, что мы не просто регионы, да, и живем как бы, и конкурируем между собой, а мы все-таки живем в одной стране. И страна должна, татарин должен и в Омске жить хорошо, и в Татарстане. Так же, как и любой житель и гражданин Российской Федерации. И в селах наших. Да. У них есть условия, то что условия, есть дороги. Опять же, у Улан-Удэ там, кажется, дороги нету. Если даже организуют что-то и приехать к ним туда на автобус, на Икарусах, они не смогут. Вот в чем дело. У нас условий нет. Да. А в Татарстане там в каждой деревне провели дорогу, хотя бы до центра. Мы были в Мусульманском районе, там очень понравилось. На самом деле там сравнить, если вот наш, даже вот я Сибирского района, сравнить Киевский район и Мусульманский район, это небо и земля. Это как Москва, я не знаю, какой-нибудь, может, Владивосток, ну, глубь Сибири, можно сказать. Вот смотрите, сегодня губернатор всегда, когда бюджет дорожного фонда распределяется, планируется, губернатор всегда спрашивает у глав района, куда будем строить дороги. Сегодня вы знаете, что порядка 7 миллиардов рублей в дорожном фонде. Да? Зачитали, да. Вот. Губернатор всегда запрос делает главам. Куда будем дороги строить? Вот если, я еще раз говорю, это все последовательно, но если мы будем говорить, что есть потенциал у этого села, туристический потенциал у этого села, то, соответственно, нужно туда и дорогу строить. Это же вопрос диалога, правильно? А так сказать, что вот у них есть дороги, а у нас нет дорог, и все на этом, ну, тоже как бы диалог не получится. Мы, еще раз говорю, мы комплексно готовы смотреть, но надо, чтобы была правильная инициатива, что мы завтра будем понимать, что туда, ну, как бы, мы будем туда привлекать туристов, туда поток будем привлекать. А то сейчас как получается? Дорогу строят, потому что ее строят. Нет, дорога должна быть, однозначно. Она не в том дело, что строит. Потому что каждый губернатор, приходя к власти, приезжает, встречаемся, разговариваем, обещает строить дороги. Дороги нет.
А глава не туда, ну, дорогу пролаживает. Вот. Да. Вот. У нас на глазу одну и ту же улицу уже У вас здесь делают, да? делают. А до меня Соответственно, вот еще раз нет. говорю, должен быть как бы путь кооперативный. Он должен, и государство должно понимать, что здесь будет бизнес, здесь будет жизнь, здесь будут рабочие места. А государство будет поддерживать дорогой, будет поддерживать организационными мероприятиями. Нужна консультация предпринимателю с Хабаровского края, который хочет сюда вернуться. Пожалуйста, не глава поселения должна отвлекаться, а наша инфраструктура, которая на региональном уровне. Да? То есть вот таким образом. Понимаете? И вот здесь только в таком диалоге мы можем как-то сдвинуть историю. А еще раз говорю, мы не должны приходить к тому, что где-то все это есть, ну тогда диалог не получится, правильно? Еще раз говорю, губернатор каждый раз говорит: уважаемые главы района, куда строить дороги? Начинают говорить: туда-туда. Второй вопрос сразу же: а что там завтра будет? Как эта дорога будет использована? Вот это же правильный диалог. Правильно. Вот. Соответственно, еще раз, мы посмотрим, как Татарстан двигается по туризму. Если у вас будут предложения, то... Можно я тоже выскажусь на эту тему? Я в свое время смотрел путеводитель по Чуйскому тракту. Вот, что меня там поразило, то что у них какие-то памятники, они, может, и не бог весть какие, но они там буквально на каждом километре. То есть кто-то здесь посещал, кто-то здесь посидел. Вот когда мы были в прошлом году в Татарстане, как раз по туризму конференция была по туризму, и вот в Татарстане реализуется та же схема. То есть вот человек выступает, там село, не бог весть какое, показывает: вот у нас там дерево, оно там столько лет росло, вот под ним кто-то сидел. Выступает следующий человек, он говорит: то же самое, в принципе, вот у нас стоит камень, вот он стоит там уже столько лет. То есть, и там как бы вот такая вот схема, вот она реализуется. То есть там какие-то притягательные точки, они вот именно вытащены на поверхность, то есть они везде освещаются, что вот это можно туда заехать, это посмотреть. То есть, ну, как бы вот у нас вот такой вот схемы, я считаю, ее нет. А что, что мешает нам сделать такую схему? Давайте, можно я еще продолжу? Было бы, наверное, интересно, да, если мы говорим про туризм, то есть у нас может замечательно быть маршрут, да, то есть Омск, Саргатка, Большеречье, Тара, переходим на правый берег Сидельникова, Муромцева и, собственно говоря, возвращаемся опять в Омск, да, то есть у нас 300 километров туда, 300 километров обратно. И можно было бы вдоль вот этого маршрута, то есть уже что-то разрабатывать. Но вопрос, что разрабатывать? Здесь надо какой-то, может быть, собраться тогда всем действительно заинтересованным сторонам и определиться, что мы показываем. Хорошо, в Большеречье мы показываем зоопарк. Может быть, мы заезжаем в Уленкуль, там показываем что-то еще, да? В Таре мы показываем то-то. Заезжаем там на правый берег, показываем что-то еще, и так пошли. Вопрос, конечно, еще что показывать. А здесь тоже должна какая-то, не знаю, наверное, помощь быть, да. Вот у Ленкуль 400 лет, то есть практически это старше Тары, да. Вот, то село Сиитово, которое мы сейчас пытаемся восстановить, оно там вообще является самым старым селом. То есть, когда было село Сиитово, там в округе не было ни Тары, ни чего-либо остального. Вот. Но, когда мы начинаем копать историю, то есть мы понимаем, что то есть, надо либо платить большие деньги, либо надо какую-то помощь. Того же, скажем, Томилова привлекать из Института археологии. Он много чего там знает, много чего нарыл. Но, то есть, как бы... Похожую информацию он делиться не особо хочет. Ну, у него, наверное, свои проблемы есть. Вот. Потом, пример такой, да. В Таре похоронен Дин Али Саид, который в 1570 каком-то году принес ислам сибирскому народу. То есть, вот это, наверное, интересно. А кто знает, где он похоронен?
Ну, то есть, у нас вот, по-хорошему, если у нас вот все это вытаскивать на поверхность, нам действительно есть что показать, но нам просто это надо вытащить на поверхность. А оно у нас где-то там под слоем земли, глины и всего остального прочего, а мы не знаем, что показывать. Все? Все, да. Вот об этом наш разговор. Смотрите, у нас действительно есть что показывать. Наш запрос – это как это организовать. Как, на каких основах и принципах организовать. Мы сегодня понимаем, что если за это возьмется государство, то никуда не поедем далеко. Уже много раз попыток было. Если за это возьмется просто бизнес, тоже никуда не поедет. Поэтому здесь и нужна кооперация со стороны бизнеса, чтобы бизнес понимал, где небольшой бизнес, предприниматели, да, который поставит на этом пути национальную кухню, национальное жилье. И он будет какую-то копеечку от этого иметь. Вот. За счет такой кооперации государство будет понимать, а кого оно поддерживает. Понимаете? И вот сегодня это и запрос со стороны наш, что посмотреть, какие организационные механизмы используются в той же, в частности, Республике Татарстан, чтобы вот этот диалог, вот эти организационные вещи вытащить и у нас применять. Здесь даже не вопрос, а есть пока что показывать или нету чего показывать. Было уже сказано, можно и условно как бы отработать, да, историю. Всегда есть, что когда люди 400 лет на территории живут, точно будет что показать. Кто-то сидел, присел на этом камушке, кто-то мимо прошел этого камушка и так далее. Вот. Поэтому еще раз говорю, в следующую нашу встречу я бы хотел услышать, вот, если есть возможность, да, чтобы была изложена как бы, опыт Татарстана, как они организовывали вместе с бизнесом вот эту процедуру взаимодействия. Потому что мы сегодня, ну давайте откровенно, мы не понимаем, какую меру стимулирования действительно будет работать для того, чтобы бизнес пошел туда. Налоговые льготы, субсидии, дороги строить. Когда будет отдача? Мы же тоже понимаем, что нужна и отдача в каком-то там. Рабочие места нам важны, да? Понимаете? Вот организационные, мне кажется, здесь в первую очередь организационные механизмы. Как выстроить это? А что показать, уже найдем. И вот это меня интересует. Я еще раз говорю, здесь важно даже не сколько ты зарабатываешь, а как ты это организуешь, сам, как бы, каким образом диалог выстраивать. Вот. А цель, она понятная для вас. Понимаете, вот на следующую встречу я бы хотел услышать, мы еще раз говорю, но если мы все на себя возьмем, я понимаю, что у нас трудовых сил не хватит. Здесь нужна кооперация. Говорю, если какая-то сторона одна пойдет, или государство, или бизнес, или общественность, никуда не придет. Поскольку мы говорим, вместе. что у нас консолидировано. Да. Вот мне тоже понравилось у них еще, вот я там немножко не понял, вот значит 1000 рублей с каждый самый человек, кому исполняется 18 лет, ну кто в сельской местности живет, там отдают в сельскую администрацию. Там глава, когда выступал, говорил, что самый. Просто у них как узаконено или не узаконено, вот это я не понял. Ну, незаконно они не имеют права делать. А то главу, что он незаконным сбором. Значит, они или референдумом, или решением сессии приняли это решение. Очень хорошее Потому решение. что президент еще сказал, когда выступал, он говорит, за рубль я отдаю вам 4 рубля. В смысле, я так понял, что если человек 1000 рублей отдает, например, в сельском поселении, например, каждый член семьи, там связаться, а потом государство делает помощь больше с главой поселения и уточнить. Потому что это тоже большие деньги получается, если с каждой семьи, например, 3 человека живут, и кому 18 исполняется, отдает 1000 рублей, вот один раз его, потом следующий опять отдаешь. И получается какой-то бюджет определенный. Здесь, знаете, еще какой момент? Вот, бытность 1,5 года назад уже, да, мы когда были в Крыму, у нас раз в полгода мы собираемся в рамках федеральной автономии, возглавлять да,
специальный комитет определенной национальности, мы собираемся с тех или иных районов, где компактно проживают татары. Ну, 1,5 года назад мы собирались в Крыму, в Бахчисарайский район. Было предложение, чтобы Бахчисарайский район сделать районом побратимым Почереченскому муниципальному району. Ну, видите, а ВОС мы не там. То есть мы говорим еще... Ну, проблема, как, опять же, верхи не могут, низы не хотят, да, но здесь вопрос в том, что вот сейчас, опять же, да, мы говорим о том, что мы можем же еще рассматривать районы побратима Татарстана с Омской областью, опять же, где компактное проживание татар. Здесь вот тоже вот вас, как министра, мы хотим вас оказать тоже содействие, потому что есть некоторые структуры в правительстве, не буду говорить какие, что, но... Видите, я тоже понимаю о том, что я по первому образованию ваш коллега, экономист-финансист, да, я понимаю, сколько не говори Рахат Лукум, во рту слаще не становится. Да? Да, мы сейчас можем говорить о том, что нам надо поднимать культуру, поднимать КФХ, животноводство, решать демографические проблемы. Но без экономической составляющей мы ничего не сделаем. Поэтому понятно, что в рамках районов побратимов, понятно, это национальная культурная связь, но это же экономические связи, правильно? Мы понимаем о том, что есть интересы, вот я, насколько знаю, недавно была делегация с Крыма, да, в городе Омске. Почему бы нам не посмотреть немножко дальше, немножко глубже? Потому что есть заинтересованность и в Бахчисарайском районе, есть заинтересованность в Татарстане. Абсолютно согласен. Вот эту динамику, вот эту практику. Выходите с предложениями. Мы выходили, я лично говорила с трибуны при президенте. Это раньше было, в советское время было. У нас вот был наш, как бы... Не говорим, а сказали и давайте. Написали. У чиновника какой основной инструмент? Бумага и ручка. Скажите, пожалуйста, вот... Соответственно, я сейчас закончу. Смотрите, что мы еще не используем. Мы не используем инструмент действительно побратимости. Вообще не используем. Мы еще один инструмент не используем. Те же фонды, исламские финансы. Ведь сегодня фонд, кто у нас возглавляет? Сейчас в Азербайджане выступал со стороны России фонд возглавлял. Я скажу. Кабаев. Да. Они же ищут проекты, чтобы финансировать. Там достаточно хорошая капитализация у фонда исламских финансов. Мы их не используем на территории региона. Я думаю, что можно здесь привлекать, если мы будем тот же этнотуризм развивать, можно это привлекать. Нам, почему не использовано? Я слушал выступление руководителя как раз в Азербайджане. Осенью был межрегиональный форум России и Азербайджана. Они ищут проекты, они готовы помогать, участвовать в проектах. Я, честно говоря, удивлен, что мы до сих пор не вышли ни с какой инициативой, чтобы эти финансы к нам пришли. Поэтому здесь, мне кажется, здесь ничего такого нет. Надо использовать этот инструмент. Можно попробовать и по этнотуризму. Ну, да. Но надо выходить. Коллеги тоже, они про, как сказать, экономисты, финансисты, что называется. Они тоже будут считать и целесообразность. Но в том же самом Большеречье мечеть стоит буквально в 3 минутах от старины Сибирской. То есть человек во временное пользование взял помещение, но у него нет средств их выкупить. Давайте обратимся. Что это? 1800-900, наверное, где-то. Еще раз говорю, давайте обратимся. Я не вижу здесь. Хорошо. Я готов за своей подписью. От вас будет обращение? Да, подготовим. Мы инициируем. Но только нужно, давайте в долгий ящик не откладывать. Это, так скажем, проверочный будет вариант. Хорошо. Вот. Пройдем по этому пути, поймем, что можно сотрудничать. Дальше будем предлагать. Хорошо. Маленький шаг сделаем, поймем, что он реально сделан. Тогда... Как бы я... Почитал ваше интервью, как бы я тоже подготовился, хоть я познал, конечно. Почитал. Вот вы говорили там насчет оборудования для промышленности. Что это означает? Ну, как бы я сначала... Я занимаюсь услугами ремонт, перетяжка мягкой мебели. Но сейчас я закрылся и через биржу открываю. Спасибо государству, что сказала, что грант даст. 331 тысяча. Ну, как бы на перетяжку хватит. В тандеме столяра
Кадра нашел. Кадр нашел, но проблема осталась. Проблема в чем? Чтобы форматник взять, это большие деньги. Большие деньги. Вот правильно вот говорят насчет туризма. Насчет туризма там это, ну, столяр мой, как бы все, может и лазерные брелки делать. Вот это форматник, он стоит 1,5 ляма. Да, 1,5. Кредит, смысл, когда он оправдает, согласитесь там, когда оправдает. Дело в том, что он на какую-то рассрочку платежа, вот этот форматник, как вы говорили, счет производства, там, промышленности, столярные изделия считаются вот этими промышленностью, как бы, или вы хотите вкладывать там в тяжелую промышленность, там, ну, как бы, там сундуки мы бы делали, там кровати, я не знаю, форматник вот, ну, забил программу, она все делает. Ладно, вот это первое. Второе. Как бы швейный цех хотел открыть, швейный цех, то есть халаты татарские, там примерно там 10 машинок купить, посадить людей, кадров. Подал объявление в газету. Звонят, бабушки звонят, кадров нету. Кадров вообще нету, ни столяра найти, ни швею найти. Смысл, вот эти пенсионерки мне звонят, так и так говорят. Я на костылях, но шить могу. Вы представляете? Думаю, ладно, надо этот вопрос исправить. Иду в гимназию. Есть у вас кружок? Есть. Давайте, я говорю, вам ткани буду поставлять, дешевые ткани. Шейте там, что-то крутите сами, ну, чтобы интерес уже изначально со школы пошел. Директор гимназии что-то подумал. Нет, то лучше мне обрезки отдавать, потому что меня прокуратура замучает, говорит. Вот, понимаете, то есть в целом, что? Проблема в кадрах. Мы на этот Китай все это идем, куртку купил, уже карман лезет, Ну, отдал бы я нормальные деньги, что я бы шила там, ну, как бы нормально, уже бы шил. То есть линию разработать. Не, я до этого дойду, я уже сколько лет занимаюсь потихоньку, дойду сам, ну, как бы помощь государства. С министром я, конечно, еще не встречался ни разу. Спасибо вам, что вот все замы. Так, если помощь государства нам будет, то есть проблеме там станков какой-то, там это тоже, ну, станок лазерный стоит, там брелки вот Уленкуль, пожалуйста, он 180 тысяч стоит, да, 180 тысяч столяр бы делал там, сундучки там татарские, я не знаю, банкетки какие-то, садовую мебель, у меня вот он топором практически работает. Ну, циркулярка, это, то есть, вот как бы, ну, все равно, когда-нибудь мы сами купим, конечно. Но если вы нам поможете, то респект, и как бы будут рабочие места, будет взаимосвязь с туризмом, будет совсем, то есть, в целом, я за любой кипиш, кроме голодовки, вот честно. То есть, Смотрите. ну, что-то так. Я вас слышал. Спасибо за вопрос. Смотрите, отвечая на вопрос про субсидию. В прошлый год была действительно субсидия на оборудование. Здесь мог претендовать любой предприниматель за исключением торговли, производства подакцизной деятельности. То есть и ваша, вот того, что я услышал, была, да, все-таки была. А то все сельхоз. Я уже разговаривал, как бы вот. Вашей вид деятельности тоже подходил. Единственное, что в этом году пока средств из бюджета на эту программу не выделялись. Мы действительно сейчас работаем, но здесь какая ситуация по поводу выделения? Здесь ситуация следующая. Есть понимание, что субсидия должна выделяться только начинающим предпринимателям, кто хочет начать попробовать себя в предпринимательстве. Вот я начинаю. Мы, скорее всего, сохраним субсидию, которую предоставляются
начинающим предпринимателям там грант до 400 тысяч рублей на одного. Даже если ты еще как гражданин еще не зарегистрировал предпринимателя в качестве предпринимателя, ты можешь подать документы, и это через районные бюджеты делается. То есть мы выделяем районным бюджетам, они свою копеечку добавляют и, соответственно, дальше выделяют своим начинающим предпринимателям. Извините, а это на основании конкурса или как бы это Конкурс. любому конкурсу? Конкурс. Как мы знаем. Это сначала конкурс, районы подают свои да. документы в Министерство экономики, а потом, соответственно, конкурс среди начинающих предпринимателей. Вот это я готов отстаивать и сохранять как меру поддержки. То есть субсидию начинающим предпринимателям в качестве, еще раз говорю, таких... Мы понимаем, что налогов мы много не будем от этого назад получать, но мы понимаем, что наши граждане попробуют себя в предпринимательстве. А интересно или неинтересно? Мы же понимаем, что бизнес это такое тяжелое дело. Это не просто по найму поработать, да? Это 24/7. Вот. По оборудованию не уверен. Я сразу говорю, что не уверен, что это будет сохранено. Вот. Мы, с учетом того, как нас ориентирует Москва, федеральные органы власти, мы, скорее всего, будем увеличивать поддержку малого бизнеса в части кредитования. Кредитование под меньший процент, под меньший процент, чем банки. Мы сейчас уже выдаем кредиты под 7,5%. До 3,5, до 3 миллионов. А как эту процедуру пройти? У нас есть фонд микрофинансирования, коллеги контакты передадут. Хорошо. Вот. Памятка. Да. Вот фонд микрофинансирования. Вот эту поддержку, эту форму поддержки мы готовы наращивать. И мы смотрим, как увеличить возможность. Сегодня уже обсуждается вопрос, в этом году, скорее всего, не будет, на следующий год, что увеличить сумму кредита с 3 миллионов до 5 миллионов. Это, то есть здесь какая, давайте так, откровенно. Когда субсидию предоставляем, деньги невозвратные. И есть бизнес, который... Отчеты, да, но бизнес это немножко, так сказать, расслабляет, когда деньги невозвратны. А когда ты взял кредит, даже под маленький процент, деньги ты должен вернуть, и это мобилизует сам бизнес. То есть это такая тоже понятная воспитательная мера. Поэтому вот будет два направления. Первое направление – это начинающие предприниматели, кто хочет попробовать себя, и мы готовы их каким-то первоначальным взносом поддержать. А второе – это те, которые уже встали на ноги и понимают, что им надо развиваться. Те проценты, которые банки сейчас предоставляют, и процедуры очень тяжелые, здесь можно пойти по микрофинансированию. Вот. Поэтому, вот такие два направления будут сохранены. И еще в Азово, я же проживаю в Азово, ищу помещение, там туда все уже нашел работу. А проблема с баннером повешать, проблема с тем, проблема. До главы захожу поселкового. Все, я говорю, КБО уже сдохла, говорю, померло уже, там, одна швея, еле-еле шьет, там, ни пола нету. Давайте в аренду отдадите вот эту часть. То есть протоптанность мне центр нужен. Вот для швейной мастерской центр нужен. Там пришли, зашили, там это, то есть для начала. А нет. Давайте, здесь опять же, смотрите, мы все-таки, чтобы наш диалог вернуть на то, с чего начали, здесь мы хотели бы посмотреть, как в Республике Татарстан это решается. Вот, понимаете? Я ответил на вопрос про субсидирование, но еще раз говорю, мне интересно лучшую практику в Татарстане. И тут Остапа понесло, да. Поэтому, коллеги, времени немного. Еще раз говорю, чтобы мы сейчас заострили внимание на туризме, и я хотел бы на следующей встрече, и можно до встречи не ждать, направить к нам информацию.
Мы заострили внимание на побратимости и тоже готовы эту историю отработать. Мы заострили внимание на мечети, чтобы первый шаг сделать с фондом по исламским финансам. Вот. И по сельским территориям. Имидж сельского села, прошу прощения. Жителей сельского села. Вот эти вещи мы проговорили. Я бы хотел, чтобы мы дальше здесь проработали. У нас буквально минут 10. Да. Можно еще один вопрос? Сейчас, секунду, коллеги. Вот есть модератор у нас. Радик Мингалиевич. Василий Сидоров, я хочу сказать от всех сидящих здесь, если огромное спасибо. Я думаю, на самом деле это историческая встреча, когда первый раз общественная организация, то есть представители именно бизнеса встречается с вами. Это говорит о том, что действительно есть у вас, как у министра, видение развития на местах, обмена опытом. Это не может не радовать, поэтому еще раз говорю большое спасибо от всех нас. Каждый из нас на своих территориях передаст нашу встречу. Все то техническое задание, о чем мы говорили, мы обязательно еще до встречи с вами вам подготовим, вам скинем. Ну и надеюсь, что мы будем чаще встречаться, обсуждать вопросы, потому что даже вот в процессе диалоги на самом деле очень много интересного всплывает, и, конечно, хотелось бы это все реализовать на территории Омской области. С вашего позволения, вот от всех нас, сидящих здесь, представителей татарского общества, хотели бы вручить вам некоторые подарки. Это, конечно, вот, первое, что это книга «Татарстан», где... Я сейчас закончу еще. Возможно слово сказать. Вот такая книга «Татарстан». Здесь, ну, посмотрите, почитайте. Здесь, кстати, вот эти практики, которые есть. Спасибо. И чтобы в кабинете у вас стояла вот такая тарелочка с Татарстана, чтобы, напоминая... Спасибо. Спасибо. Смотрите, в заключение первое. Вот диалог состоялся. Рабочая такая встреча, рабочий разговор. Что хотелось бы, чтобы у вас осталось после этого диалога самое главное? Что теперь, когда вы будете посещать другие территории, не обязательно Республику Татарстан, не другие вообще территории, вы можете смотреть и спрашивать те территории, в которые вы находитесь, какие практики у вас есть, чтобы можно было сделать, их повторить в регионе. Это когда есть опыт прохождения, опыт организации, уже не нужно что-то новое как бы выдумывать, да, можно взять и здесь быстро сделать, получить быстрый результат. Вот это самое главное, что вы теперь можете понимать, что есть диалог, есть, соответственно, общественная организация, которая этот диалог может выстраивать с органами власти. Это самое главное. Второй момент, более приземленный. По мечети я предлагаю поскорее отработать, если поступит на этой неделе. Ну вот сегодня среда, я думаю, что в пятницу можно как бы от вас обращение направить с изложением проблематики, чтобы мы могли на следующей неделе за моей подписью подготовить обращение уже на руководителя. Соответственно, чтобы быстрее это в дальний ящик не откладывать. Вот это второй момент, который я бы хотел сказать. Ну, в целом, у кого-то получилось задать вопросы. К сожалению, времени немного, но понимаете. Поэтому я надеюсь, что, еще раз говорю, вот есть Радик Мингалиевич, с которым можно донести до него, и, соответственно, он донесет уже до нас. Поэтому большое спасибо, что нашли время. Кто-то из района. Подождите, у меня еще подарочек. Был еще вопрос. Спасибо. Так. Ну, это Радику. Это вот потом. В следующий раз, чтобы с чаем. Спасибо. И это вам. Сейчас достану.
Извините, садовую мебель не взял. Это хендмейд, ручная сборка, да? Да. Это стульчик для рыбалки. Чтобы приехать в Уленку на рыбалку. Спасибо еще раз. Молодец. Коллеги, большое спасибо.